Один из региональных операторов по уборке мусора может уйти с башкирского рынка. Речь идет о компании «Дюртюли Мелиоводстрой», обслуживающей северо-запад Башкортостана. Об этом заявили в Республиканском министерстве экологии. В ведомстве добавили, что окончательное решение будет принято в ближайшие дни. Я напомню, что этот региональный оператор уже не в первый раз становится объектом критики. Наша съемочная группа побывала в Нефтекамске и выслушала недовольство местных жителей касаемо работы компании. Затем, как проходит уборка мусора, жители Нефтекамска следят в режиме реалити-шоу. Практически ежедневно в городских интернет-сообществах новости с улиц. Люди делятся фотографиями переполненных отходами баков. Когда уже приведут в порядок вывоз мусора? До реформы было чище намного. Мусорные баки старые, грязные, разорванные. Оградили территорию под баки, и теперь там же горы мусора. Отдельное место занимает крупногабаритный мусор. И Лира Ялалова жалуется. Мало того, что с жителями не согласовали место для его выброса, так еще и ежедневно приходится наблюдать под окнами вот такую картину. Сюда выбрасывают весь мусор. И создают проблемы. Во-первых, летом запах был. Она может лежать недели, две, подолгу. Ответственность за вывоз мусора на северо-западе республики лежит на компании «Дюртюли Мелиоводстрой». По данным Минэкологии, на региональном операторе долг около 100 миллионов рублей перед транспортными компаниями и перед полигоном, где складируют отходы. Они аргументировали тем, что якобы жители не платят. Офисы у нас в городе по их нету. То есть с кем заключать договора, я вот непосредственно не могу сказать, я не знаю, да, как куда платить. И, естественно, я вот до сентября месяца не знал. В сентябре пришла квитанция, я оплатил, и причем я оплатил всю полностью сумму, как будто они все 7-8 месяцев работали отлично. У меня был чистый двор, но это, к сожалению, не так. «Дюртюли Мелиоводстрой» обслуживает 12 районов Башкортостана. К слову, в Янауле в канун Дня Республики мусоровозы отказались собирать отходы на полигон. Чтобы мусор не отравил горожанам жизнь на праздник, регоператору пришлось вызывать помощь из других муниципалитетов. По словам руководства, они ищут пути решения сложившихся проблем. Мы в этом месяце получили кредит от нашей главной организации, группы компании «Мехуборки», и закрыли существенные задолженности по объектам размещения отходов. Порядка 45 миллионов мы уже загасили. Сейчас мы решаем вопрос с транспортной компанией города Янаул по закрытию задолженности, которая перед ними. То есть положительная динамика, она объективно есть. То, что реализация мусорной реформы на северо-западе с самого начала идет с пробуксовкой, признали и в правительстве республики. Ради Хабиров заявил, происходящее в зоне ответственности регионального оператора уже выходит за все рамки. Мы завершаем подготовку документов в соответствии с поручением главы Республики Башкортостан, данным на оперативном совещании. Я думаю, что в течение 2 недель мы опубликуем решение, принятое Министерством природопользования и экологии. В настоящий момент действительно у нас сформирован пакет документов. Мы завтра встречаемся с руководителем регионального оператора «Дюртюли Мелиоводстрой» для того, чтобы уже определить дальнейшие шаги. «Дюртюли Мелиоводстрой» уже не в первый раз становится объектом критики. Поводом были и путаницы с платежками, в том числе и выписанные на умерших, и комиссия, которую жители из собственного кармана были вынуждены отдавать при оплате. Власти предоставляли срок регоператору отрегулировать работу системы. Будет ли предприятие обслуживать население дальше, решится в ближайшее время. Артур Шамсудинов, Булат Закирьянов, Роман Жигунов и Артур Галеев. Новости Нефтекамск.